будем использовать Java Eclipse. Архитектура у нас идет такова. От теории к практике студенты пробуют себя в роли разработчиков инновационных проектов. Разделившись на команду, учащиеся нефтяного университета подготовили по 2 работы. Их оценивает жюри, в составе которого представители известных мировых разработчиков программного обеспечения. Отберем какое-то количество проектов, которые в течение семестра будут продолжать работу. После этого мы уезжаем со своим заданием найти кураторов для этих проектов, исходя из тематик. А ребятам останется задание разобраться с некоторой теорией, которую мы подготовили для них. Победители получают возможность стажировки 2-недельной у нас в компании. Те, кто проявит себя не самым звездным образом, получат ценные подарки. К домашнему заданию ребята подошли с большим интересом. Командный дух чувствуется в каждой презентации. Кто-то предлагает создать IT-календарь, другие приложения по автоматическому удалению ненужных игр. Один из главных фаворитов сегодняшнего конкурса – команда High-Tech. Студенты предложили ресторанный проект высоких технологий. Предлагаем все автоматизировать. И для того, чтобы человек просто зашел в помещение, сел за стол, и для того, чтобы заказать еду, ему нужно было просто взять планшет, который находится на столе. Там есть интерактивное меню, с помощью которого он выбирает еду, которую хочет, нажимать на «Заказать», и данные отправляются на сервер рабочего персонала. Они его получают, принимают, и после того, как еда бывает готова, поднос ставится на такой вот квадрокоптер или же беспилотник, и далее данный дрон поднимается на определенную высоту. То есть мы сейчас работаем над программированием платы, и для того, чтобы он потом сможет подниматься на определенную заданную высоту, подойдет к необходимому столу, опустится, и там клиент возьмет уже поднос. Команда Магомеда Дашаева предложила программу для школьников – игровой симулятор, с помощью которого преподаватели информатики смогут легко и просто донести до детей любую информацию. Так как мы за одну ночь успели сделать практически все 3D-модели данного проекта, примерно за месяц можно было бы полностью создать демо-версию данной программы и пустить его в пользование для, например, нескольких школ и посмотреть на результаты, как дети справляются с данным игровым симулятором, и дальше уже делать выводы об успешности данной программы. Конкурс проходит в течение дня. Ровно столько же времени уходит у ребят на подготовку самих проектов. Мы для себя, как жюри, выделили несколько проектов, которые ребята подошли очень ответственно, подготовили презентацию очень красиво. И было несколько проектов, которые, мы думаем, будут иметь успех. Самый интересный проект – это был проект с High-Tech Cafe. Такого рода конкурс в республике проводится впервые. Организаторами выступают Минмолодежи совместно с нефтяным университетом и ведущими компаниями программного обеспечения АБИ и Компас. Уже в мае станет известно, какой из проектов все же будет реализован в республике. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Муса Астамиров, Абубакар Абазов. Новости.